خفافيش الظلام. Человек, который является мусульманином в истинном смысле этого слова. Тот, кто является настоящим верующим, его принципом в течение всей жизни его должно быть подчинение Аллаху Субхану ва Тааля. Подчинение внутри, выражающееся в подчинении снаружи. Все время, всю жизнь одеянием верующего должна быть богобоязненность, ат-таква. Приходят некоторые периоды, такие месяцы, такое время в году, хорошо, когда поклонение в эти дни, оно бывает особым. Когда верующий особо труждается ради Аллаха Субхану ва Тааля, проявляет особый иджтихад. Но эти периоды, они лишь добавляют верующему усердие, лишь добавляют ему проявление на пути Аллаха Субхану ва Тааля самоотверженности. Хорошо? Он больше поклоняется, он больше страшится, он больше дает садак, он больше изучает шариат. Почему это мы говорим? Потому что мы недавно попрощались с месяцем Рамадан. Месяц Рамадан – этот лучший месяц в году. Месяц, когда был ниспослан Коран. Этот месяц, который дает верующему человеку запас богобоязненности. Во-первых, дает человеку очищение от того, что было в течение того, что было до Рамадана, до год. После этого дает человеку запас богобоязненности на следующее время. Поэтому Рамадан, это, конечно, было для нас от Аллаха Субхану ва Тааля шанс, возможность, которую дал Аллах Субхану ва Тааля очистить наши сердца и приблизиться к Нему Субхану ва Тааля. Рамадан прошел. Рамадан прошел, теперь нужно посмотреть, а каков итог после Рамадана. Верующий человек ждет Рамадан, и верующий человек, когда проходит Рамадан, боится, принял ли Аллах Субхану ва Тааля от него поклонение, которое он совершал в течение этого месяца. Поэтому сподвижники, ради Аллаху Тааля анхум, и предшественники, они после Рамадана просили Аллаха Субхану ва Тааля принять от них этот вид поклонения. Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране: «Валладина ютуна ма атау, ва кулубахум ваджилатун аннахум иля раббихим раджиун». Те, которые дают то, что дают, совершают то, что совершают, и при этом их сердца страшатся того, что они вернутся к своему Господу. У Термизи, имама Ахмада, передано, что Аиша, ради Аллаху Тааля анха, спросила пророка, алейхиссалату вассалям, по поводу этого хадиса, по поводу этого аята, значение этого аята. «Ладина ютуна ма атау». Те, которые совершают то, что совершают. Хорошо. А потом сказано: «Кулубу маджилитун аннахум иля раббихим раджиун». Сердца их страшатся из-за того, что они вернутся к своему Господу. Она сказала: «О посланник Аллаха, идет ли речь в этом хадисе о тех, которые совершают прелюбодеяние, о тех, которые воруют и так далее?» То есть речь идет о грешниках. Совершают то, что совершают, потом их сердца страшатся, они вернутся к Господу. Пророк сказал: «Ля я бинта Сиддик». Нет, о дочь Сиддика. Нет, о дочь правдивейшего. Бальхум сказано: «Лакиннахум алладина юсаллун, ва ясумун, ва ятасаддакун». Речь идет в этом аяте о тех, которые совершают намаз, которые постятся, которые дают садака, и после этого боятся, что не будет принято от них. Каждый из нас, прежде чем мы будем говорить о ком-то, пусть посмотрит на себя. Есть ли у нас этот страх? Да, мы, альхамдулилля, молились в этот месяц. Да, мы постились. Да, давали садака люди в этот месяц. Но есть ли у нас страх, что не будет принято от нас, как это было у наших предшественников? Потому что Аллах Субхану ва Тааля, Он принимает только от богобоязни. Пусть каждый посмотрит, с чем он вышел из этого месяца, месяц Рамадан. Принято ли от него Аллахом или не принято? Кто-то скажет: а как я могу понять, принято от меня или не принято? Есть признаки этого. Признаки того, принял от тебя Аллах Субхану ва Тааля или нет.
посмотри, какой ты был до Рамадана, посмотри, какой ты стал после этого Рамадана. Если ты какой был до Рамадана, сейчас после этого месяца, да, после поклонения, которое ты совершал, хорошо, после садака, после намаза, после поста, опять вернулся к своему прежнему состоянию и сказал: фу, все, амдулилля, месяц я поработал, потрудился, хорошо, теперь опять можно расслабиться, и вернешься опять к своему предшествующему состоянию, значит, ничего ты не получил от Рамадана. Значит, это признак чего? Того, что не принесло тебе толку, это твое поклонение. Если же ты после этого месяца действительно почувствовал, как вырос твой иман, как он укрепился, свою богобоязненность, как она укрепилась, как ты многие вещи, которые ты совершал до этого, и был равнодушен к ним, и был беспечен в отношении них, вдруг ты почувствовал, увидел, открылось тебе зло этого, и ты оставляешь это. Ты уже не совершаешь то, что совершал до этого. Хорошо? Если ты держишься на этом уровне хотя бы, который ты достиг во время Рамадана. Во время Рамадана ты, альхамдулилля, посещал мечеть. Не должно быть так, что закончился Рамадан и нет тебя в мечети до следующего Рамадана. Во время Рамадана ты приходил на 5 намазов в мечеть, альхамдулилля, совершал намаз джаматом. Для мужчины фард совершать намаз джаматом. Обязан мужчина совершать намаз вместе с джаматом, если есть на это возможность. Пока был Рамадан, ты этот фард исполнял. Рамадан закончился, все, нет у тебя. Хорошо. Во время Рамадана ты, альхамдулилля, читал Коран. Возможно, у тебя из глаз лились слезы. Возможно, сердце твое трепетало. Возможно, ты вспоминал о своих грехах и каялся перед Аллахом субхану ва тааля. Закончилось это все и опять впал в беспечность. Это признак того, что не принес тебе пользы месяц Рамадан. Верующий человек, как мы сказали в начале, богобоязненность должна быть его постоянным одеянием. Богобоязненность — это не сезонное пальто. Это не сезонная одежда, которую одел, сезон закончился, снял, сложил ее до следующего года. Это должно быть все время. Хасан аль-Басри в отношении аята, где Аллах субхану ва тааля говорит: «Ва'буд раббака хатта я'тияка аль-якин», поклоняйся Господу твоему, пока не придет к тебе убежденность, сказал, в отношении этого аята, комментируя его, сказал: так верующий. Аллах субхану ва тааля делает для верующего срок окончания его деяний, его смерть. Сроком окончания его деяний является его смерть. А не так, какое-то время он запасся, хорошо, на какое-то время богобоязненностью, поклонением, после этого забыл. Нет. Срок для нас конечный, для нашего деяния нету, пока мы живы, нет конечного срока. Нет так, что я уже достаточно сделал ради Аллаха, я могу расслабиться и отдохнуть. Пока еще ты жив, пока душа не подошла к горлу, ты должен трудиться ради Аллаха субхану ва тааля. Однажды одному из предшественников сказали про людей, которые во время Рамадана усердствуют ради Аллаха субхану ва тааля, читают Коран, молятся, посещают мечеть, совершают джаматы, посещают уроки, получают ильм во время Рамадана, а после этого забывают все это. И обратно опускаются в пучину мирской суеты, забывая Всевышнего. Этот предшественник сказал: горе этим людям, которые знают Аллаха только в течение месяца Рамадана. Чтобы мы не стали такими, кто знает Аллаха только в течение месяца Рамадана. Почему? Потому что сейчас прошел этот месяц. Я призываю, конечно, в первую очередь себя и всех вас, чтобы нам не вернуться к тому плохому, что было до Рамадана в нас, и что, возможно, альхамдулилля, в течение Рамадана мы поняли или исправили. Альхамдулилля, ты был в мечети, ты был с сознанием, ты был с зикром, ты был с дуа. Не вернись после этого опять к гиба, к злословию. Не вернись после этого обратно к экрану телевизора. Не вернись от наставления Аллаха и его посланника, от сладких слов ученых, не вернись обратно к лжи новостей телеканалов, или каких-то фильмов, которые идут там, или каких-то глупых передач, да, или сайтов в интернете, которые не приносят никакой пользы тебе. Хорошо? И, конечно же, не случайно Аллах субхану ва тааля установил для нас 6 дней поста в месяце Шавваль. Месяц, который идет за Рамаданом. Хорошо?
Пророк алейхиссалату вассалам сказал: «Сама Рамадан, сумма атба'у ситтан мин шавваль». Да, то есть тот, кто продержал месяц Рамадан, пост, а потом после него 6 дней в месяце Шавваль, каман сама дахр, каман леу касому дахр, то есть для него будет это как будто он постился весь год. Почему? Потому что награда увеличивается в 10 раз. 30 дней Рамадан, это сколько? 300, плюс еще 6 умножить на 10, 60. Что 360. Как будто он весь год постился. От Аллаха субхану ва тааля милость, это воспользоваться этим нам. И милость и облегчение от Аллаха, что не требуется от нас спаститься подряд все 6 дней. На протяжении целого месяца Шавваль. Хорошо? Ты имеешь возможность поститься и совершить эту сунну, получить награду от Аллаха субхану ва тааля. Просим Всевышнего Аллаха, чтобы он сделал богобоязнь с нашим постоянным одеянием, чтобы субхану ва тааля позволил нам сторониться всего, что ненавистно ему, и приблизил нас ко всему, что он любит. И просим у него хайр, благо этого мира и вечного мира. Wa sallallahu sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullah.